3 по 11 ноября в Узбекистане, в Ташкенте, проходил международный фестиваль симфонической и камерной музыки. Я была приглашена на этот фестиваль для исполнения моей симфонии. Вот у меня есть 4-я симфония. Это был интересный такой проект «Баглама и струнные». Здесь никак не получается. Я не знаю, наши народники пока, видимо, не достигли того уровня, чтобы встать к академическому, хорошему оркестру. Поэтому я предложила им, у них же такие сильные народники, я предложила их инструмент, кашгарский рубаб, говорю, пускай он играет так же. Будет как баглама, как саз. Студент 5-го курса со своим профессором готовил отдельно эту партию. И отдельно готовили исполнители, камерный оркестр «Туркестон». Еще была запланирована ими встреча со мной. Там были и преподаватели, и студенты-композиторы. Я много рассказывала, звучала моя музыка. Конечно, я окунулась в творческую обстановку. И я сама слушала уже много произведений моих коллег. Это так важно для композитора. Смотрела, как публика принимает вообще все концерты. Там на ура вообще все удивительно, меня это так удивило, обрадовало даже. Мне всегда нравится музыка современных композиторов. Ну, мы же живем в 21 веке. Конечно, это все так интересно, это все ново. Новые вот эти вот возможности, которые используются инструментами, оркестрами. У нас мало инструментов, которые играют на народных инструментах. В 2013 году было исполнение моей 6-й симфонии. В симфонический оркестр я ввела тогда был саз и сантыр. На сантыре Рустем Комарджи играл, на сазе наша студентка играла. И очень хорошо звучало. Я использую народные инструменты в своей музыке, но только где они, вот эти инструменты? Я вот смотрю, как в других республиках, там, в той же Турции, в Азербайджане, в Узбекистане, во всех республиках. Посмотрите, как, на каком уровне там поставлено вообще обучение на народных инструментах. В Узбекистане, помимо консерватории, у них есть институт Макома. Они изучают еще на таком высоком уровне народную музыку. Наверное, еще не понимают наши музыканты, что в перспективе это очень важно.